смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Возвращение традиционного формата. В столице республики возобновили очное обучение для учеников 1-8 классов. Путь ухабистый и сложный. Ввиду теплой зимы в некоторых районах Якутии сместили сроки открытия сезонных автодорог. Накал страстей и неожиданные результаты. В Якутске завершился абсолютный чемпионат республики по масс-рестлингу. 12 декабря в поселке Алмазный Мирнинского района произошел пожар. В жилом доме эвакуированы 30 человек, в их числе 10 детей. В результате возгорания огнем повреждены 2 квартиры на общей площади 120 квадратных метров. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Тем временем в Чурапчинском районе Якутии на досрочных выборах главы района по предварительным итогам побеждает кандидат от партии «Единая Россия» Степан Саргыдаев. За кандидата проголосовало 5640 избирателей. Отметим, что 24% голосов избиратели отдали за Николая Попова, еще 11% за Илью Николаева. Очное обучение для учеников 1-8 классов в столице республики возобновили сегодня, 13 декабря. Напомним, учащиеся 1-8 классов из-за заболеваемости среди детей ОРВИ и гриппом находились на дистанционном обучении с 30 ноября по 6 декабря. Затем власти Якутска продлили онлайн-формат до 12 числа. Отмечается, что по данным показатели заболеваемости среди детей стали ниже по сравнению с показателями предыдущей недели. В реализации проекта «Парк будущих поколений» будут сотрудничать Национальная библиотека Якутии и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Соглашение было подписано на торжественной церемонии. Генеральный директор целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров представил общественности проект будущего парка, его архитектурное наполнение и содержание. Напомним, стратегический проект «Парк будущих поколений» реализует по поручению главы Якутии Айсена Николаева как креативное пространство для разностороннего развития детей и молодежи, активного отдыха и полезного досуга горожан. Эти два учреждения являются основными партнерами при создании парка будущих поколений. Сегодня мы уже начинаем строительство самого парка, но уже в эти дни мы уже работаем над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями. И я думаю, что к 2025 году у нас уже сложится такое полноценное сообщество на базе наших 3 учреждений. К ним присоединятся еще множество других, разной формы, разного характера, стиля. И мы создадим такую экосистему парка будущих поколений, которая будет непосредственно уже находиться в парке, начиная с 2025 года. Сроки открытия сезонных автодорог сместили в некоторых районах Якутии ввиду теплой зимы. На текущий момент из 113 участков открыт 41 зимник. Список открытых зимних трасс с разрешенной максимальной грузоподъемностью виден на ваших экранах. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергея Владимирова, перенос сроков открытия автозимников объясняется теплым началом зимы. Из-за медленного нарастания толщины льда и большого количества снежных осадков период ледостава на реках и озерах сокращается. В будущем году ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В Государственной Думе отметили, что в стране планируется развивать цифровизацию. В частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат. Отмечается, что уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. В Покровске состоялось вручение ключей переселенцам из ветхого жилья. Около 30 семей обрели новое благоустроенное жилье прямо в центре города. Среди счастливых новоселов числится пожилая семейная пара Николай и Галина Береза, которые всю жизнь прожили в частично благоустроенном деревянном доме. Теперь им нужно привыкнуть к новому уровню комфорта. Ну а подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Они вместе с далекого 1964 года. Молодая санитарка Галина, родом из Алекминского улуса, полюбила механизатора Николая, который приехал в Покровск из Мирнинского района. У пары сейчас 3 детей, 5 внуков и 2 правнука.
В трехкомнатную квартиру в деревянной двухэтажке по улице Братьев Ксенофонтовых, 23, семья въехала в 1996 году. С тех пор и живут здесь. Рассказывают, что их дом является одним из первых двухэтажных домов в Покровске. Одно время здесь даже было общежитие для медиков. Но ничто не вечно. Двухэтажка начала с годами ветшать. Особенно ситуация начала ухудшаться после коммунальной аварии. Мы не помним, какой год, но когда теплотрасса прорывала, вот, водой заливала, и с горячей водой залила, и осел весь фундамент, и пошел дом ломаться. Полы упали все, провалились, и дом пошел вот так вот весь. Дом признали аварийным только в 2014 году. В первый этап программы переселения он не попал. Жителям пришлось ждать более 5 лет, прежде чем для них, наконец, построили новое жилье. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш новый дом. Прошу. А вот и новые апартаменты семьи Береза. Двухкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Есть отдельные ванная, туалет, просторный балкон с видом на центр Покровска. Сделан базовый ремонт. Все понравилось, все очень хорошо. И кухня, и комнаты, и санузлы, и ванная. Все отлично. Я еще никогда не жил в благоустроенных квартирах полностью. И как хорошо, что новый дом находится буквально в 200 метрах от старого. Николай и Галина готовы потихоньку сами перетаскивать свои вещи пешим ходом. А для более габаритной мебели закажут машину. Сегодня мы вручаем ключи от нового дома по адресу Братьев Ксенофонтовых, 27. Это в самом центре города Покровска. В новый дом переезжают порядка 8 аварийных домов, подлежащих сносу. На очереди теперь ввод 2 многоквартирных домов по улице Братьев Ксенофонтовых под номерами 98 и 102. Заселение жителей планируется до конца этого года. В оба дома должны переехать 51 семья. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Тем временем жители Ленского и Мирнинского районов задолжали фонду капитального ремонта 171 миллион рублей. Такая сумма накопилась за 6 лет вместе с пеней. Так, долг Ленского района составляет около 48 миллионов рублей. Мирнинского в 2,5 раза больше – 123 миллиона. В среднем за квартиру в каменном доме без лифта площадью 63 квадратных метра собственник платит за год около 7 тысяч рублей. Если владелец вовремя не заплатил взносы по капремонту, начисляется пеня 0,3% от суммы долга. Платят ли линчане за капитальный ремонт и устраивает ли их сумма взноса? Вы платите за капитальный ремонт? Ну, конечно. А какую бы сумму хотели предложить вместо той, которую оплачиваете? Ну, лучше знать тем, кто насчитывает. Я не могу рассчитать. Ну, для вас это большая сумма или нет? Вполне приемлемая. Ну, регулярно плачу. Вас устраивает сумма, которую вы платите, или хотелось бы другую? Не устраивает, конечно, это очень много. Это очень много. Я пенсионерка, конечно. Не устраивает, это очень много. Желательно бы меньше, уменьшили бы, а не добавили. Плачу. Какую бы вы сумму хотели платить вместо той, которую приходится? Конечно, меньше, а лучше вообще не платить. А нет у нас дом под снос, не платим. В Москве на фестивале «Вкус Арктики» представили кулинарные шедевры северной кухни. Фуд-ивент является одним из официальных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Его инициатором и хедлайнером выступила Якутия. Помимо гастрономии, фестиваль запомнился и деловой частью, где презентовали проект Арктического совета ЕАЛУ «Молодежь коренных народов. Культура питания и перемены в Арктике». Все подробности у Айсены Бурнашовой. 800 тысяч озер, 2 миллиона километров рек, 1370 метров составляет глубина вечной мерзлоты. Это все о Якутии. На таких мультимедийных стендах, напоминающих айсберги, разместилась вся актуальная информация об арктических регионах и даже странах. Вот, например, стенд Исландии, страны льдов и снега. Именно от Исландии в этом году представительство в Арктическом совете перешло к России. И сегодня все говорит об устойчивом развитии, сохранении наследия и культуры арктических общин. В деловой части фуд-ивента презентовали уникальный проект «Яаллу» – книгу, созданную молодежью Арктики, о традиционных блюдах сразу 16 коренных народов мира.
Мы защищаем знания о продуктах питания коренных народов, сохраняем их для будущих поколений. Несколько лет назад собрались 50 молодых людей, большая делегация со всего севера и, конечно, из Якутии, и начали общаться с пожилыми людьми о традиционной еде коренных народов. Эти знания в этой книге. Именно через сохранение культуры питания мы показываем уникальность традиции и говорим о многообразии культур, отмечают участники фестиваля. Проект ЯАЛ важен для развития всей арктической территории. Мы видим, что работа России идет от сердца в плане поддержки коренных народов, в экономике, в устойчивом развитии Арктики. Сегодня мы также вместе говорим об изменении климата, его изучении, обсуждаем много действительно важных тем. Я из Канады, и я думаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. Объединить креативные силы стран в решении проблем устойчивого развития регионов Арктики будет возможно и на Северном форуме, который пройдет в Якутии уже в следующем году. Северный форум устойчивого развития, он пройдет в сентябре, в конце сентября. Я с удовольствием приглашаю всех представителей молодежи, коренных народов Севера, всего мира, и вот с тех, с кем я сейчас встречаюсь, представителей, к нам в Якутию на этот форум. Самое ожидаемое событие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конечно, гала-ужин. Якутия, как инициатор и хедлайнер мероприятия, открывает его. Гостям подали королеву стола – индигирку из чира с икрой и сусальным золотом. Самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой. И, конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Уруяхал! Всего же фестиваль «Вкус Арктики» будет работать 2 дня. Ее участниками стали все представители российской Арктики и зарубежных стран. В программе мастер-классы от именитых шеф-поваров и представителей КМНС, дегустации блюд, концертные номера. Ключевое событие – кулинарный марафон арктической кухни. На фестивале представлено все самое лучшее и все самое вкусное. Каждый здесь выбрал тот регион, который он захочет посетить. Наша задача – это не только накормить, но и привести к себе. И я уверена, что это послужит также развитию гастротуризма в Российской Федерации в целом. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. В Якутске завершился абсолютный чемпионат республики по масс-рестлингу памяти заслуженного тренера Якутии Федора Дегтярева, где звания победителей завоевали представители Усть-Алданского, Нюрбинского и Амгинского районов. Среди женщин в абсолютном первенстве лучшей стала Татьяна Баишева. В весовой категории до 75 килограмм среди мужчин в финал прошли Семен Ануфриев и Айсена Тастыров. Победу одержал Семен Ануфриев. Не менее интересно провели схватки представители весовой категории до 95 килограмм. Со счетом 2-0 для всех неожиданно выиграл Даниил Моисеев. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.